Страна находится в тупиковой ситуации. Народ Кыргызстана переживает трудные времена. Однако выход из ситуации есть всегда. И этот выход Арстан Алай рассказал нам автор нашумевшего ролика «Зима не будет». В этом году он в 3-й раз попытает удачу. Его полное имя Арстан Абдылдаев. Он одним из первых подал заявление в Центральную избирательную комиссию о намерении участвовать в досрочных выборах главы государства. По его словам, если он станет президентом, то первым делом начнет работу по изменению мировоззрения кыргызстанцев. Весь мир сейчас не может найти дорогу. Как говорится, безвыходные положения не бывает. Есть такое слово? Есть выход – это Арстан Алай. Есть выход – это кыргызский народ. Кыргыз – это не нация. Пускай не обижается. У каждого человека, у каждого нации, у каждого государства есть появление миссии в этом жизни. Кыргызы это может выполнить роль вселенной, это кыргызы. Они благословили Батой, дождь вызывали. Всего на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов. Сегодня стало известно, что 5-м подал заявление политик Бектур Асанов, который в 2010 году был губернатором Джалабадской области, а затем и депутатом Джогоркенеша. Впрочем, по мнению аналитиков, в этот раз кандидатуру выдвинут наибольшее число людей. Кстати, отца Конституции Омирбека Текебаева, возможно, электорат уже не увидит в списках кандидатов в президенты. В одном из своих интервью нашему телеканалу политик обмолвился о том, что если бы были реальные шансы, то, возможно, он принял бы участие. Я, скорее всего, не буду выдвигать свою кандидатуру. Если бы у меня были шансы, то принял бы участие. Я уже не тот молодой политик, который выдвигает себя только ради того, чтобы показаться людям. Возможно, это мой последний шанс. Если нет шансов, то для меня это не так правильно, просто выдвигать свою кандидатуру. Между тем, политологи отмечают, что досрочные президентские выборы пройдут в жесткой конкуренции. Если свою кандидатуру выдвинет Омирбек Бабанов, то в этом случае будет борьба за электорат у 3 фаворитов, то есть между Садыром Джапаровым, Адаханом Мадумаровым и Бабановым. Однако жизнь непредсказуемая вещь. Может быть, народ проголосует и вовсе за новое лицо, среди которых есть Талатбек Масадыков, считают эксперты. Если раньше его не знали, то сегодня уже большинство населения его знает, очень хорошо воспринимает. Возможно, если Текебаев будет участвовать, то Текебаев, и Садыр Джапаров, и другие политики, которые будут участвовать на президентских выборах. Однако сегодня еще не все заявили об участии, но я думаю, что их будет очень много. Табылдакеров также считает, что из-за большой конкуренции кандидаты, возможно, будут еще больше, чем на парламентских выборах, подкупать избирателей. И тогда никто не гарантирует, что события 5-6 октября могут повториться снова. Народ может восстать в случае грязных выборов, считает политолог. Активно, очень много будет денег. Каждый будет раздавать. В нынешних парламентских выборах не было политической партии, которая бы не раздавала деньги, не подкупала бы голоса. Очень активно будет производиться подкуп голосов и, соответственно, будут обиды, будут волнения, возможно, и так далее. Отметим, что до 6 декабря включительно кандидаты должны подать все необходимые документы и внести залог в размере 1 миллиона сомов. Кроме этого, в Центре избиркоме отметили, что среди необходимых документов является сбор подписей 30 тысяч человек, поддерживающих кандидата. Айдонбек Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.